Шариат нас обязывает, чтобы мы правильно совершали молитву. Основа ислама – это является молитва. И чтобы мы знали каждую букву Алхам, Ат-Тахият, чтобы каждая буква, чтобы ее правильное произношение, чтобы было. Там, где надо тянуть, чтобы было подтянуто, там, где надо было огласовывать, правильно читать. Потому что где удвоение, удваивать. Вот каждая буква, каждый человек должен придавать большое значение вот этому явлению, чтобы каждая буква у него Алхама была прочитана точно, как это с нас требуется. Это как Алхам, так и Ат-Тахият. Это одна сторона. Вторая сторона. Есть два состояния. Есть гафлат, есть хузур. Что такое гафлат? Это значит, когда человек не имеет в своем уме, нет у него в сердце понятия Аллаха. Он просто автоматически читает Алхам, читает автоматически Ат-Тахият, автоматически он идет в руку, сужда, и вот так и совершает молитву. Эта молитва внешне считается совершенной. Внешне считается совершенной. Почему? Потому что он читал и Алхам, читал и Ат-Тахият, значит, он совершил руку, совершил сужда, и все, что требуется с него, он выполнил. Это по шариату такая молитва внешне как будто и принимается. Но Аллах смотрит не на внешнюю сторону нашу, а на сердце, то, что внутри сердца человека. Есть такой хадис, потом говорится, что от молитвы вам будет приписываться только та часть, которую вы, значит, совершали, имея хузур. Значит, что вы умом, что вы, значит, воспринимали, то, что это сопровождалось хузуром, вот эта часть только воспринимается, остальная часть не воспринимается. Вот такой здесь, пророк саллаллаху. И вот Алифат требует, чтобы человек совершал ибадат, и молитву, и другие пункты с хузуром, чтобы он был в сердце. Вот к этому призывает Алифат. Вот так, когда вот соединяется и шариат, и Алифат, тогда получается полноценный ибадат для Всевышнего Аллаха. И вот это одно. Второе. Это еще к чему призывает? Призывает к тому, чтобы человек познал себя. Познал себя. Кто познал себя, он познает и Аллаха тоже. Вот такое изречение есть. Хадис такой есть. Значит, как надо познать себя? Значит, надо знать свою нафс. Ни одного человека нет, у кого нафса нет. У всех есть нафс. К чему нафс нас призывает? Его название, а нафсу амарату бисуи. Вот такое полное расшифровка его. Значит, нас с вами, наш нафс призывает к самому плохому. Чтобы мы были, призывает к тому, чтобы мы считаем себя выше других, чтобы умнее других, значит, совершеннее других. Вот к этому нас призывает, нафс наш призывает. А надо что делать? Надо ограничивать, надо ломать его это вот стремление, надо нас подавить. Если мы на каждом пункте будем подавлять свой нафс, значит, тогда нафс приобретает другое качество. Он переходит на другую сторону. Если три состояния, четыре состояния у нафса, нафсу амарату бисуи, он переходит в нафсу лавамат. Что такое лавамат? Это сам себя человек упрекает. У тебя вот такой недостаток, ты должен от этого избавиться. У тебя еще такой недостаток у тебя. Наш же нафс нас упрекает в тех недостатках, которые у нас имеются. И мы стараемся, чтобы избавиться от этих недостатков. Одно за другим, одно за другим, одно за другим. И постепенно этот же нафс переходит на следующее качество. Мутмаиннат. Нафсу мутмаиннат. Это уже человек уже в основном избавился от тех недостатков, которые у него есть в душе. Он работал над своим нафсом и, значит, над самим собой, значит, совершенствовал себя.
внутренний мир свой совершенствовал, и значит уже перехода более высокую степень приближения к Аллаху. Это уже у нас мутмаина. Затем разиятун марзият. У нас уже Аллахом довольны уже состояние нас. Вот к этому призывает, что мы, значит, познали себя. И другая сторона, есть у человека есть ахлакул замима и ахлакул махмуда. Есть порицаемые качества, есть, значит, восхваляемые качества. И нам нужно знать в себе все порицаемые качества. Это что сюда относится? Это, значит, кибру, это гордость, это рujбу, рия, показуха. Значит, чтобы, как будто для людей, чтобы делается, ребята, это гордость, гордыня, это хусуд, чтобы у другого человека, чтобы не было у него нирмата, значит, такой вот, ну, такой не результат, а хусуд. Значит, вот нежелательные такие качества. И нас Аликат призывает к тому, что мы знали эти нежелательные качества и боролись с ними. И чтобы мы себя очистили от этих недостатков. Вот чтобы вот к этому призывает Аликат.